Дорогие друзья, пришло время заняться батиком. Это интересная техника росписи ткани с резервирующей основой. Сегодня в этом увлекательном занятии вообще разобраться в многообразии различных техник нам поможет наша старая знакомая Наталья Николаевна Захарова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы снова посещаем ваш мастер-класс. На этот раз он посвящен батику. Расскажите, что это за такая техника интересная? Это древняя техника, вид рукоделия, когда раньше люди сами делали на ткацком станке полотна тканей из хлопка и из льна, они начали придумывать из растительных красок, придумывать разные цвета тканей. Ткани были очень дорогие в те времена, только богатые люди одевали, например, в Индонезии, в Японии, в Китае, в Египте. В таких теплых краях вот батик у нас развился, до сих пор развивается. В России тоже. Вот сейчас мы рисуем такими современными красками акриловыми и анилиновыми красками. Ну давайте начнем. Сегодня чем мы будем пользоваться? Вот расскажем. Сегодня мы будем пользоваться, естественно, такими современными акриловыми красками по ткани. Есть еще у нас такой резервирующий контур прозрачный, чтобы краска не расплывалась, да, на всю ткань. Нужны нам, конечно, бумага и карандаш для эскизов, соль, крупная соль. Это опять-таки тоже для резервации, она делает, да? Она делает такие эффекты. Еще и кисточки синтетика. Есть еще такие фломастеры, ну, для деталей, для декора пойдет. Так, сейчас мы сделаем сначала эскиз. Эскиз нашего будущего произведения. Так как мы живем в Якутии, мы будем рисовать эскиз в национальном стиле. Цветочки наши, да, лилии. Лилия саранка. Саранку будем рисовать. Национальный цветок, вот так, который просто, мы все любим. У многих на даче растет. 6 лепестков рисуем вот таких изящных лилий. 6 вот так, да. И тычинки обязательно. А обычно у лилии это 6 лепесточков. Это здесь это середина, которая вот эта штучка. Так, здесь лилии вот так, они в разных этих, например, движениях. Вы тоже можете себе... Могу тоже, да? Отложите вот эту рамочку. Хорошо. И вот здесь, чтобы высоко было, мы специально здесь положили подложку. Подложку из картона и из дощечки. Так, лилии рисуем в разных движениях, в разных ракурсах. Ну, главное, чтобы это было 6 лепестков, да? Да, соблюдаем. Так, бутончики можно. И бабочку, например, да? Маленькую бабочку нашу якутскую сделаем. Полевые цветы. Теперь у нас ткань современная. Вот. Раньше все на натуральных тканях рисовали, да? А мы сейчас, давайте вот сегодня на шифоне попробуем. Через шифон у нас картинка видна. Так, берем контур вот такой и через вот этот смотрим и наносим вот эти наши лепесточки. Контур нам помогает, чтобы краска она не распространялась по всей поверхности. Так, еще использовали свечку. Свечка тоже держала краску, да? И чтобы контур был аккуратный, лепестки были аккуратные, тоже использовали свечку. Мы свечку тоже сегодня попробуем. Так, на фоне, например, когда будем рисовать фон. Так, бутончик. Да. И, кстати говоря, оно так увлекает, и даже вот стараясь обвести, абсолютно все обводим, да? Да, смотрите. Ох, как здорово, как красиво. Чуть-чуть подождем, чтобы подсохло, да? Да. Ой. Не кладут. Видно, да? Нет. Смотрите. У меня не получилось.
вы должны были сильно давить. М. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Здесь Будем вместе. за вами наблюдать. Ага. Так, листочек у нас ровно лежит. Берем кисточку. На палитре давайте сделаем цвет нашего цвета. Оранжевый цвет, да, немножко такой. Мгм. Ну, саранки у нас оранжевые. Не только такой красный цвет, и желтый цвет. Соединяем. А смотрите, где они расположены. Мгм. Так, кисточкой Только пробуем. она должна быть немножко, чуть-чуть, несколько сантиметров, миллиметров на весу должна На весу быть. должна быть, так. Ага. И обводим наши Да, до нашей Линии. резервирующей линии. состава, резервирующего состава. Так, вот здесь внутри у нас будет немножко темные места. Насыщенно такой красный цвет добавим. Акриловые краски по ткани, они везде продаются в наших магазинах, канцелярских магазинах. То есть вполне можно Вполне можно, приобрести. все продается сейчас. Раньше анилиновыми красками, ну, порошковые краски использовали в 90-х, 2000-х годах. А сейчас все есть. Можно Ой. заказать. Здорово. Мгм. Вот этот контур, он не позволяет нашей краске разойтись дальше по полотну. Для этого вот используется вот, ну это гель, да, контурный гель, прозрачный. Но в магазинах тоже он есть. Есть. Вот раньше свечку использовали. Тоненькие свечки бывают же для, например, для праздников. Мгм. Эти они очень удобные. Вот сейчас я вам немножко продемонстрирую, как ведет себя свечка. Держит ли она краску, да? Сейчас вот в этих местах сделаю, как будто травинки, веточки. Вот сейчас как раз. Вот видно у вас. Так, фон у нас будет зеленоватый, такой голубой, нежно-голубой цвет, бирюзовый. Вот смотрите. Желательно кисточки должны быть мягкие и А немножко натуральные упругие. кисти можно использовать? Да, можно. Вот, натуральные кисти можно тоже использовать. Чтобы краска оставалась на ткани, вот вы сказали, используется Соль, соль и уксус. да, уксус. Да? Это в горячем батике. То есть вот эти краски, они специально для ткани или обычную краску масляную можно использовать? Нет, они специально по ткани. Именно по ткани? Да. То есть если вы хотите заняться батиком, то непременно нужно, конечно, обзавестись всем необходимым. Это кисти, это краски специальные, как мы поняли. Так, соль пошла в ход. Соль что мы делаем, присаливаем? Пока у нас краска не пока мокрая, да? Мокрая, Место, да, не просохла. не просохла, мы должны посыпать солью местами, да? И она потом постепенно, она вот так делает интересную фактуру. И когда мы заканчиваем работу, да, мы хорошенько должны проутюжить, чтобы между волокнами, здесь микро такие, тонкие ниточки, да, чтобы краска туда полностью под горячим утюгом, чтобы она прошла во все волокна ткани. Так, Ну вот вы практически у нас заканчиваете. фон остался и декор, маленькие эти травиночки. Так, Можно солью, да, присыпать? Там, где вы это немножко. местами только, не везде. Не везде. Вот батик очень увлекательное рукоделие. Пробуйте. Почти так, да? здорово. Теперь осталось сделать мелкие детали. Так, соль здесь посыпали, здесь наверху чуть-чуть еще посыпьте. Вот так, пока не высохло. Так. Здесь сделаем как бы тень, тень. Падает тень. И вот эта кисточка тоже оставляет такие интересные следы.
Вы тоже попробуйте. Ну, это все, Вот здесь. между прочим, вот здесь вот. Мгм. Вот так. Да, в разных местах. Наверху, внизу. Не бойтесь. Главное, вот ткань, она должна плотно вот так. Да, чтобы, Чтобы вот. это точно. Да. Должна быть плотненькой. Вот здесь можно? Ага, можно. Можно чуть потемнее оттенок. И на палитре обязательно. Вот здесь. Ага, пробуйте. Вот Так, уже вот здесь такое травиночки. летнее настроение, да? Выходит. Вообще Уже здорово. практически мы попали в лето. Да. Солнечная погода у нас, да? Получилась картина. Тонкую кисточку берем. И, например, у нас коричневого цвета нету. Мы сами делаем Создаем коричневый коричневый. цвет. Смешиваем Зеленый цвет зелёный и красный цвет, например. Да? красный, да? Ага, цвета тоже мы должны. То есть по как- колористике какие цвета получится у нас- подходят, какие как получать цвета, мы должны тоже знать. Теперь делайте здесь немножко вот эти стебелечки. Вот есть стебелечки. То есть мы просто вот так вот одной линеечкой Да, вот так вот так. соединили. Теперь вот здесь сделайте Так, вот здесь. зеленым. Вот с этой. Вот с этой? Ага, посерединке. Вот так. Это вы какой цвет взяли? Не знаю, коричневый. А мы эту саранку здесь изобразили нашим. Ну, у кого нет Кусочки. саранки, можно вот таким вот образом поселить у себя саранку. Ну, практически все, да? Теперь осталось, когда высохнет, вот Смахнуть соль. да, соль убираем. И Вот здесь получится, да. красиво, да, получилось? Да, очень красиво, прям вот. Так, И и здесь еще чуть-чуть не высохло. Мгм. Вот такая картина у нас получилась. Да, здорово, замечательно, дорогие друзья, вот такие саранки вы можете выполнить сами своими руками, повторяя все за нашей учительницей, за Натальей Николаевной Захаровой. Спасибо огромное, Наталья Николаевна. Мы Спасибо. благодарны, что вы нам провели вот такой замечательный мастер-класс. Те, кто хотят сами пообщаться вот прям напрямую, можете прийти во дворец детства, вам все покажут, все расскажут. Покажем. Поправят, если надо, направят на путь истинный. Но, дорогие друзья, пробуем. Всем здравствуйте! Вы смотрите «Мы вам покажем». Мы находимся в фотостудии Копиртехсервиса, такой компании, которая известна нам, якутянам, очень давно. И конкретно мы сегодня знакомимся с художником-дизайнером Ульяной Стручковой, которая нам покажет, продемонстрирует замечательную роспись, нанесение рисунка вот такого вот на тканевую поверхность. В нашем случае это будет футболка, моя футболка. Пользуясь случаем, да, я принесла Ульяну футболку белую. И вот скажите нам, с чего мы начинаем такой процесс? Здравствуйте. Для этого подходят материалы, Ага. и лучше плотные, и легче рисовать на светлых тканях. Мгм. И сперва мы должны подложить подложку. Она должна быть плотная, Твердая, да? твердая, да, чтобы с Ага. другой стороны не заморалась у нас. Так. Мгм. Сколько примерно вот проходит процесс в целом нанесения рисунка такого небольшого? Ну, смотря от сложности, Мгм. если если светлая ткань, тогда можно за сутки Так. сделать, и оно должно прямо вот так высохнуть. Хорошо Сутки. просохнуть, да? Да. Ага. Потом гладим с другой стороны и ручная стирка. Ну, специально для этого краски у нас для ткани. Все должно закрепить. Так. Чтобы ничего не шевелилось, Да. не сдвинулось, да? Мгм. Мгм. Так. Так, мы нанесли, наложили кальку, Ага. да? Например, я вчера подготовила эскиз. Ух ты.
как Ага. вы хотели. Ну, и когда у меня заказывают, например, люди свои желания говорят, что хотят, и эскиз утверждается. После Ага. этого мы наносим. Вот помните, копировальные бумаги Да, есть? да. И с детства помним, вот, да? Да. Ага. Так отлаживаем и находим середину. Мгм. И просто, ну, обводим, да? Да, вот так. вот. Всем знакомый такой процесс. Почему вы выбрали вот именно творчество? Почему пошли по этому пути? Вот в детстве мечтали, в детстве наверняка любили рисовать. Да, любила Мечтали рисовать. стать художником, кем? Да, сперва хотела стать модельером. Мгм. Ну, потом открылся факультет, художественное училище на дизайнера. Мгм. И туда и поступила. Какие вот на вашем опыте, может, самые такие необычные заказы, самые интересные, с которыми вам пришлось работать, может быть, или сложные? Ну, и в последнее время я рисую картины на заказ. Мгм. Некоторые даже свои сны рассказывают и хотят, чтобы я это воплотила. Ну, Так. нарисовала. Ага. Они мне рассказывают, ну, даже удаленно пишут, потом также удаленно работаем и с разных улусов. И некоторые мои картины уже в других городах висят, ну, чтобы напоминало о своей родине. Мгм. О Якутии, да? О Якутии люди заказывают, которые туда переехали. То есть вы воплощаете сны других людей, Ну, получается, да, да, в рисунках? в рисунках. Ага. Или воспоминания с Интересно. детства. Мгм. И как вот попадаете, да, угадываете? Ну да, Довольные. люди говорят, ага, довольные. Так, ну что, мы обвели рисунок, да? Вот примерно вот так у нас получилось, да, можно показать. Мгм. Так вот, нечетко должно быть, да? Да. Мгм. Да. Основа светлая. В какой цветовой гамме? В любой, да, в принципе, Да, в можно? любой. Ага, Можно на белый. платье сделать сиреневым, розовым. Мгм. Давайте розовым попробуем, да? Давайте. И обязательно тряпка нужна, чтобы кисточки протирать, Так, вот потому это что вот это пока не потом- надо. Ага, пока Мгм. нет. Самый такой, наверное, интересный, да, момент схож с раскрашиванием рисунка на бумаге. Да, ткань впитывает, поэтому Мгм. ну, много времени уходит. И краску надо хорошенько разбавлять. Мгм. А у нас сегодня будет рисунок не полностью покрытый, ну, где-то так, Мгм. мазками. Как мазки. Ага. Мгм. Потом контуром будем Мгм. добавлять четкие линии. А вот пробовали когда-то проводить мастер-классы для желающих? Или есть ли такая мысль у вас? Мастер-классы проводила для школы, Мгм. для одного класса. Там детей учила тоже так же на футболках. Они приносили свои рисунки и также в течение 2 уроков носили с собой с готовыми футболками ушли. А так мастер-классы онлайн могу провести картины. Люди спрашивают, советы просят, ну, с чего начинать. А когда рисуете картины, был такой опыт, что с натуры писали, с человека? Нет, как-то пока боюсь за портрет браться. Мгм. Когда училась, рисовали, конечно, а после этого уже не рисовала портрет. Ну, я образы рисую, Мгм. не конкретных людей. Мгм. Так, все начиналось с бисера, бисероплетение на заказ. Мгм. Украшения делала национальные. Потом это дело как-то забросила. Ну, сейчас, когда знакомые заказывают, делаю, в основном сейчас рисую. И хорошо, что знаю графические программы, это тоже мне очень помогает. Помогает, да? Да, когда узоры добавлять. Например, эскиз сделала на своей графической программе, добавила
там узоры, орнаменты, чтобы пропорционально все красиво было. Также могу увеличить вот этот, например, маленький эскиз до большого, если хотят, ну, большой размер, ну, формат картины. И также через копировальную. Национальный колорит, как мы уже сказали в ваших работах, да? Получается, вы сами тоже очень придерживаетесь якутской культуры, Да. традиций. Стараюсь использовать, ну, изучать сперва орнаменты. Там же у нас, если перевернут орнамент, там совсем другое значение. Значение, да. И для этого смотрю, ну, книги, читаю, Изучаете. изучаю. А если вот там где-то что-то капнул, что-то заморал, вот как-то можно это исправить? Потом только, ну, что-нибудь, какую-нибудь А, другую, только если что-то другую деталь. добавить, да? Да. То есть не исправить, не отмыть. Да. Мгм. Ну, на ткани так. Мгм. Так, а кисточки какие-то специальные должны быть, да? Подойдет любая, то есть можно зайти в магазин, взять любую кисточку, или вот нужно подбирать все равно для контура, там потоньше кисть. Да, они по размерам отличаются. Ну, например, самые тонкие нулевка, а потом уже идут по номерам на, ну, тонкими, если тонкие кисточки, соответственно, подойдут. И синтетика. А есть такая у вас работа, которой вы вот больше всего гордитесь? Ну, первый мой рисунок, который с этой стороны, Эйкыга, Лунная да. девушка. Это самый первый ваш рисунок. Да, первый рисунок на холсте получается. После этого они много раз заказывали картину. Наверное, больше 10 раз рисовала. Да? На один заказ могу, например, сделать несколько, даже 5 эскизов. Там потом Утверждаете, да? утверждаем, можем корректировки внести. Иногда сразу получается. Ну, люди смотрят, говорят, все. Все идеально, все подходит. Да, все подходит. Я вижу среди картин при продукции, да, помимо девушек, животные, то есть волки, медведи, птицы, лошадь, вон даже образ, да, лошади. Кого любите, чаще рисуете? Кого еще хотели бы нарисовать, возможно? Чаще, скорее всего, рисую лошадей, потому что у меня папа лошадьми занимался. Но сама очень боюсь их, но как-то их... Я тоже боюсь лошадей, кстати. Не подхожу близко. Да. Так, девушка у нас здесь с хомусом, да? Хомус потом серебряной краской добавлю. А есть ли у вас еще какие-то, может быть, увлечения? Вот говорят, талантливый человек талантлив во всем. Может быть, у вас еще какие-то есть творческие порывы, способности? Может быть, вы поете, может быть, вы фотографируете? Я раньше сочиняла стихи, когда в школе училась. Даже у меня сборник сохранился. Там что, да? больше 50, наверное, стихов. Ничего А так себе. хотела бы к ним иллюстрации сделать, как книжку маленькую для знакомых. Сохранить, Да. да? Это было в школе? Это было в школе. Ага. И вот по прошествии нескольких лет, да, как вот воспринимаются стихи, как они читаются? Некоторые очень смешные, да. Ну, все равно надо сохранить, потом оставить. О чем стихи чаще всего? Ну, там разные были. В «Улусной газете» еще там Публиковались, да? Да, публиковались. Места занимала.
к юбилейному году Победы отправляла. Ну, это первый раз сочинила, отправила, потом про это забыла. Утром родители разбудили: вставай, вставай, как раз со стихи сочиняешь. Ты выиграла, да? Да, ты выиграла. Едешь в маю получать награду. Оказывается. Мгм. Мгм. Надо же. А сейчас нет желания? Сейчас Нету такого, что идешь такая по городу, и вдруг там родились 2 строчки. Нет, да? пока нет, может, потом будут. Так, ну если вот у нас есть девушка, лунная девушка, да? Уйкыга. Потом у нас каждый, наверное, как-то вот так или иначе называется, да? Работа. Мгм. Ну, когда люди заказывают, говорят там хомстак из эйкыга. Мгм. Вот, которая висит, например, там лето с осенью, переход. Цветок сардана, Мгм. да? Мгм. Лето у нас такое же короткое, как цветочек. Мгм. Это у нас значит хомустах кыс, да? Мгм. Это у нас уже пошел основной рисунок закончился, да? Да, почти закончили, потом начинаем вот такими контурами по детали мелкие рисовать. Ну, контур по плотности плотный, чем краска. Мгм. Ну, мелкие детали, быстро Мгм. и аккуратно делаются. Узоры делать. Ну, хорошо получается контур. Мгм. А он еще там с блеском, да, каким-то получится? Да, это у нас золотая. Ну, и есть разные цвет, оттенки. Ну, Ульяна, в связи с последними событиями, да, про которые мы все прекрасно знаем, вот как вас можно найти, если раньше это возможно было через одну из таких популярных социальных сетей, которую мы не называем, то сегодня вот как можно на вас выйти, ознакомиться с работами и вот что-то, возможно, себе заказать. Через телеграм-канал, также как Ульяна Стучкова, найдете. Никнейм. Да, можете написать, я вам отвечу. Или можно... Поговорим, обсудим, да? Да, или можно на работе. Так, ну что, Ульяна, вы закончили рисунок, нанесение. Мне кажется, потрясающе красиво получилось. Дорогие телезрители, можете оценить. Это у нас образ якутской девушки, которая, я так думаю, что очень отважная, воинственная, но в то же время очень нежная, хрупкая. Хрупкая, музыкальная. Музыкальная, да. Спасибо вам, Ульяна. Напомню, что эта футболочка моя. Я очень-очень рада, что вы мне такой рисунок подарили. С удовольствием буду носить. Спасибо вам огромное. Спасибо. И я хотела бы вам пожелать дальнейших творческих успехов, бесконечного вам вдохновения. Я считаю, что вы действительно прям нашли себя, и вот это здорово. Спасибо. Спасибо большое и до новых встреч. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках нашей программы.